эфире специальный выпуск новостей. В студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлондо Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня я работаю в Москве, но о результатах этой поездки доложу позднее. Сегодня считаю, что самое главное, о чем должен рассказать, это о том, что вчера мы анонсировали и прошло подписание передачи прав собственности по Воркута-углю. Сразу хочу сказать, что такие масштабные сделки проводятся достаточно долгосрочно по времени, они долго готовятся. Безусловно, я с самого начала по этой сделке знал все, но эти сделки носят всегда режим строжайшей конфиденциальности. Поэтому, конечно, до момента уже объявления о передаче, по подписанию договоров об этом говорить нельзя. Но еще раз подчеркиваю, что для меня абсолютно был понятный новый владелец, и я знал, что этот владелец работает, эта компания работает на территории России во многих субъектах и ведет себя и работает там очень качественно. И в первую очередь меня интересовало как руководитель субъекта, насколько они социально-партнерски свои несут функции. Так вот, они надежные социальные партнеры. Поэтому еще раз скажу, что вот сделка состоялась. Действительно, будет все оформлено только в первом квартале 2022 года, потому что нужно пройти все процедуры, а это и регистрация разрешения ФАС и другие документы. Общую сделку вы знаете, она уже опубликована, 15 миллиардов рублей. Повторяю, что очень важно. Важно, что новый владелец Воркута угля, Русская энергия, компания, которая настроена на развитие угольной отрасли в целом, не только у нас в Воркуте, но и вообще в целом, где они работают по добыче угля, настроена на развитие города Воркута. И это очень важно. Почему? Потому что для нас это мощный арктический плацдарм, и это люди, которые живут и любят свой город. Ну и самое главное, у нас Воркута и Инта вошли в план стратегического развития, социально-экономического развития республики и утвержденного президентом, я тоже об этом говорил, поддержанного президентом, утверждение будет в начале следующего года. При этом, конечно, вот такой новый социально ориентированный партнер, который будет нацелен на развитие территории, это очень важная составляющая именно в этот момент. До конца декабря я встречусь с руководством корпорации и уже предметно обсудим все вопросы, в первую очередь связанные с развитием, социально-экономическим партнерством, и непременно обо всем сразу вам доложу. По эпидобстановке. Мы на один случай выросли по сравнению со вчерашним днем. Это не очень хорошо, то есть тенденция на снижение у нас остановилась. 286 случаев, вчера было 285 случаев за сутки. Сразу скажу, что в этих 286 случаях 38 человек ранее были привиты. Но опять же говорю, вот мы сейчас смотрим на то, а когда была вакцинация, и видим, что у очень большого количества людей, которые пишут, что ранее были привиты, смотрим, что уже наступает давно ревакцинация. Но тем не менее, вот из этих 38 человек, которые в 286 заболевших за сутки, 36 человек на амбулаторном лечении. Снова и снова подчеркиваю, что даже если человек, будучи привитым, все-таки заболел, то у него это протекает в 99% в легкой форме.
И снова повторяю, почему заболевают привитые? Ну, потому что у нас огромная еще емкость, я об этом уже говорил, порядка 400 тысяч человек, в том числе и дети, которые заражают ранее привитых. Нам нужно снижать емкость непривитых. Изначально, чтобы вирусу негде было разгуляться и заражать новых людей. Сразу коснусь, поскольку уже сказал о привитых, мы на сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 332 907 человек, и при этом у нас очень большой остаток вакцины, более 132 тысяч доз. Теперь по нашей статистике умерших, за сутки умерло 12 человек, и в этих 12 человек один человек условно привитой. Почему я говорю условно привитой? Ну, во-первых, потому что у человека наступила ревакцинация еще месяц назад, человек преклонного возраста, человек с большим количеством хронических заболеваний, и я здесь подчеркиваю, все, кто 65+, с хроническими заболеваниями, очень четко надо следить за планом ревакцинации. Потому что если наступает уже вот 6-месячный отрезок, нужно ревакцинироваться. За этим нужно следить. На сегодняшний момент у меня вся информация, уважаемые жители республики. Всего вам самого доброго, берегите друг друга. Настоятельно рекомендую тем, кто находится сегодня, ну, так я говорю, в условно-красной зоне, а именно в 2 месяца, которые мы еще приняли каникул для того, чтобы с 1 декабря до 1 февраля люди могли работать, но при этом все-таки приняли решение на вакцинацию. Пожалуйста, время идет, подумайте об этом и приходите на вакцинацию. Всего вам самого доброго, до следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.